Здравствуйте, мои дорогие! Сегодня я вам представлю следующий обзор на мою новую колоду. Она называется Таро Луна Сол. Ну, Солнце и Луны, мне так кажется, я так понимаю, потому что здесь есть Луна и здесь есть Солнце, да? То есть все просто. Коробочка такая вот прям очень милая, красивая. Вот посмотрите, значит, какая она симпатичная, да? И мы здесь видим небольшое описание на французском языке. Это колода из Франции. Вот, давайте открывать. Тут у нас вот книжечка, инструкция. Она, кстати, небольшая. Небольшая. Тут, значит, описываются эти расклады. Есть несколько раскладов. Хотите, потом мы их сделаем с вами. Вот. И вот такие вот, значит, описания карт. Дальше, значит, достаю сами карты, да. Такая вот коробочка вот так оформлена, очень интересно. Мне вообще это все нравится. Такая веселенькая прям колода. И мне нравится, что стиль серый и желтый. Ну, это вообще интересно. Ну, вот так выбрали, да, авторы выбрали. Давайте рассмотрим карты. Сейчас немножко подвину. Так вот сделаем. Вот так, наверное, да. Давайте рассмотрим карты. Вот такая рубашечка интересная. Мне она очень импонирует. И вот видите, шут, маг. Я вот так могу положить, да. Жрица. Императрица. Беременная, как обычно, да. Уже многие, вот смотрю, многие делают. Император. Вообще колода сделана, я так понимаю, по классике жанра. Таро Вейта. Влюбленные. Смотрите, какие интересные, значит. Колесница. Как вам такая рисовка? Мне нравится. Вот я не знаю, почему. Для меня вот это симпатично кажется. Правосудие. 8-й аркан в этой колоде. Отшельник. Колесо фортуны. Ой, наоборот. Сила. Сила 11-й здесь. Повешенный. Смерть. Смерть, ну, такая, видите, как это, с косой, но ну, смешно как-то так нарисовано. Не знаю, в юмористическом каком-то стиле. Умеренность. Умеренность тоже, я бы сказала, в юмористическом стиле. Такой интересный ангел, да, льет из одного сосуда в другой. Все как бы по классике, но, знаете, так веселенькое, да, веселенькое. Вообще импонирует. Дьявол. Дьявол тоже, видите, какой прикольный. Значит, дальше у нас башня. Башня в фиолетовых цветах. Небо такое, да? И глаз на нее смотрит сверху Божий. Звезда. Луна. Тоже симпатично. Солнце. Смотрите, как интересно, да? Суд. Тут у высшей силы 6 глаз, я так понимаю. И тоже интересно. И тут у нас, значит, КТ в гробу встает. То есть не люди в гробу встают, а КТ. Так, мир. Тоже так веселенько. Дальше, значит, смотрите, кубки пошли с нарциссами и лилиями. Туз кубков, да, туз. Двойка. Тройка. Четверка. Пятерка. Шестерка. Семерка. Восьмерка. Девятка. Десятка. Паж, рыцарь, королева, король. Теперь у нас пошли пентакли. Туз, двойка, тройка. Смотрите, какие интересные, да? Четверка. Что-то шары какие-то тянет домой. Вцепился, да? Пятерка. Пятерка вот такая необычная. Шестерка. Шестерка обычная. Так, семерка. Да, ждем, когда вырастет. Восьмерка. Работаем. Девятка. Тут у нас прям уже все расцвело, да. Десятка. Дом, семья. Вон там за столом сидят. Красиво. Паж, валет, да, у нас. Рыцарь на быке. Королева. Ой, тут король. Король. Вот королева. И король.
Пентакли. У короля есть гнездо, да? Так, мечи, не жезлы. Тут мечи, значит, туз. Двойка. Тройка, интересная такая, да? Четверка. Кватро. Пятерка. Шестерка. Вот меня еще прикалывают колоды на французском языке, когда я его не знаю. Семерка. Восьмерка. Восьмерка на французском, как вы думаете, это хуит, да? Я не знаю даже, как оно произносится. Пишется хуит. Дальше неуф. Это девятка. Дикс. Это десятка. А двойка это деукс. Деукс. Дикс и деукс. Не могла я запомнить разницу между ними. Валет мечей. Дальше рыцарь крылатый, интересный такой, да? Король, опять же, королева, значит, должна вперед же идти, разве нет? С совой, да, такая, и король с бабочкой. У королевы сова, а у короля бабочка, да? И все в облаках. Дальше туз. Двойка жезлов, да? С котомкой такой прикольный мужик стоит. Тройка. Ждем чего-то у моря, да? Четверка. Шалаш сколотили, празднуем. Пятерка. Ну, тут должно быть соревнования, такие есть. Шестерка. Победа, лавровый венок, да? Семерка. Отбиваемся от нападающих. Восьмерка. Пускаем наши стрелы. Девятка, значит, такой заборчик, да? И десятка. Мы уже обложились палками. Дальше, значит, у нас валет жезлов. Рыцарь. Кавалер. Кавалер де батонс. Батонс, наверное, да, или батонс. Да, да, король и королева, да, королева. Королева жезлов. С котом, но кот пятнистый, белый, с серыми пятнами, а сверху рыба. Все как надо, да. Вот. А король у нас, видите, с саламандрой. Ну, это, кстати, символ жезлов, да, символ огня. Цветочек с пчелкой, солнце. Тут вообще костры уже развели. Шарф у него потрясающий, конечно. Ну, в общем, колода, конечно, мне понравилась. Очень понравилось. Качество у нее просто замечательное. Честно скажу, очень хорошая колода. Так, год выпуска. Год выпуска. 2021 года выпуска такая колода. То есть они печатались 2 раза. Первый раз в 2018 году они печатались, второй раз в 2021. Вот. Пишите свое мнение. Понравилось, не понравилось, как оно вам вообще, да, зашло. Ну вот видите, рубашка прям еще и поблескивает, карты глянцевые. Очень мне интересна эта колода, очень. Я, конечно, с вами сделаю расклады, может быть, даже из инструкции, потому что это тоже такие интересные бывают тут расклады, надо читать, смотреть. Вот, так что, ну вот такой вот у нас обзорчик.